7 семей с маленькими детьми остались без крыши над головой. Таков результат пожара в районе Первой Борисовки в Якутске. Пожар произошел 14 мая. Дознаватели установили причину возгорания – короткое замыкание вследствие перехлеста проводов на улице при сильном ветре. Подробности в материале Саргаланы Федоровой. Одежда, посуда, бытовая техника, детские игрушки – все погибло в огне. Жильцы, к счастью, не пострадали, а вот дом восстановлению не подлежит. Из 8 квартир 6 квартиры собственников и 2 муниципальные. При сильном ветре заискрились воздушные линии. Искра упала вниз и камыши загорелись. Соседи постучали в окно, посмотрел, там уже камыши горели. Вышел с ведром, уже тушили камыши. Ну, уже почти потушили, а потом нам кто-то крикнул, что крыша горит. По словам пострадавших, линия была старого образца, без должной изоляции и сильно провисала, соприкасаясь с крышей дома. Да и опора воздушной линии была расположена впритык с домами. Жители неоднократно замечали искры, которые образовывались из-за соприкосновения проводов с крышей, и не раз обращались в свою управляющую компанию и в Якутскэнерго. Распоряжения там назначения прокуратуры нет, как говорится, вопрос закрыт. И вот мы вынуждены, действительно, мы и в прокуратуру написали, и вплоть до того, что мы не остановимся, дойдем и до президента, и куда-то далее будем писать. На заседании комиссии по чрезвычайной ситуации дали конкретный ответ, что никаких компенсационных выплат не ожидать. Жильцам нужно самостоятельно нанять экспертов для определения состояния дома после пожара. Затем встать в очередь на расселение в департамент жилищных отношений. В данный момент мы сейчас проживаем, кто у родственников, кто снимает. Многие остались с детьми. Вот у некоторых даже у нас ипотека вот на эти квартиры. Я считаю, что Якутскэнерго должны признать свою вину. После случившегося энергетики быстро устранили причину пожара. Установили новый СИП-кабель. Хотя Якутскэнерго было осведомлено давно о состоянии воздушных линий, каких-либо мер по устранению пожарной ситуации не предприняло. Управой делается ходатайство малоимущим людям через соцзащиту. Там определенные критерии есть и требования, которые должны отвечать для получения материальной помощи. Почему не принимаются меры? Во-первых, есть управляющая компания, которая должна отвечать за это дело. Мы такое замечание сделали на планерке городского хозяйства. Ну и электроснабжающие предприятия, Якутскэнерго, получается, центральная районная электрическая сеть. Они должны отвечать за безопасность. Точная причина пожара и заключение пока не получены. В настоящий момент проводится экспертиза. Отметим, что такие дома с аварийными проводами наблюдаются по всему району. И эти провода могут вспыхнуть и загореться в любой момент. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.